Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире будничный Суперпрайм. Не пропустите главное. И мы его ведущие Дмитрий Аргунов и Александра Салих. Очень приятно, что Александра Салих, мы с тобой стоим такие, как клавиши рояля, да? Замечательное явление. Саша, ты когда-нибудь пользовалась кредитами? Да, конечно, я была начинающим бизнесменом, и, естественно, то, что я работала с нуля, мне приходилось пользоваться А займами. потребительскими кредитами, как частное лицо? Потребительскими? Да. Ну, конечно. Тоже пользовалась, да? Ты знаешь, что не только банки выдают эти самые кредиты, и не только банки осуществляют деятельность по привлечению вкладов, да? Вот у нас тема на сегодня такая: рынок микрофинансирования, плюсы и минусы. И хотели бы мы начать нашу сегодняшнюю передачу прям таки с душераздирающей истории, в которую попали двое сегодняшних наших участников нашей сегодняшней программы. Да, я попрошу вас занять свое место. Попробуйте вытянуть из них их историю, скажем так, ну, жизненную историю, по крайней мере. Здравствуйте, Надежда. Ну, расскажите, да, свою историю. Я в лице нашей семьи, моя мама пенсионерка, мой брат студент, мои сыновья школьники. Мы собрали деньги, что называется, по сусекам, и около 900 тысяч отнесли и вложили в Ярко, кредитно-потребительский кооператив. На тот момент, в прошлом году, у него была нормальная репутация, он работал вроде неплохо лет 10. Его рекламировали очень известные лица, певицы. И, в общем, в основном это была затея моей матери. Ну, она пожилой человек, немножко советского уклада. И она решила, что вот надо вложить. Потому что там были такие заманчивые проценты по 34%. И буквально на полгода всего лишь. То есть мы хотели немножко, чтобы вклад свой увеличить перед тем, как вложить его в ипотеку. Потому что у нас с жильем проблемы, да. И на полгода мы, значит, вложились в прошлом году. И когда в ноябре у нас закончился договор, мы пришли, чтобы забрать наши деньги. Нам сказали, что денег нет. Руководство Ярко к тому времени изменилось. Состав его полностью изменился. Если раньше мы давали деньги под председательством Солдатовой Алины Владимировны, то на тот момент уже был другой человек. Сказали, что денег нету, в стране кризис, и, в общем, приходите к весне. Тогда что-то более-менее доллар поднимется, снизится, рубль повысится. В общем, нам пообещали к весне. И очень многих людей таким же образом успокоили. Мы подождали, к весне подошли, и нам опять говорят то же самое. Денег нет, и ждите еще чего-то. В общем, проходит уже год. Денег нету вообще никаких, ни в виде процентов, ни в виде каких-то вообще. В общем, нам ничего не дают. А документальное подтверждение какое-то есть? Документально, да, мы попросили написать ответ, почему нам не дают деньги. Ну и пришел довольно-таки пространный ответ, что вот деньги вложены в некоторые предприятия, потому что Ярко не только принимает вклады, но она и дает кредиты. То есть они мотивировали тем, что очень много, около миллиарда рублей вложено в виде кредитов другим предприятиям. В особенности они говорят, что Мархинский железобетонный завод взял кредит у них очень на большую сумму. И вот он, когда начнет работать, выпускать свою продукцию, мы получим свои деньги. То есть, получается, нужно будет ждать очень длительное время? И то, что вот они начнут работать и приносить какой-то доход, вот тогда мы вам вернем ваши деньги. Я, например, как вкладчик не один, у нас около 1500 человек по всей республике, это их дети, семьи. В общей сумме около миллиарда рублей мы не могли вернуть. В общем, мы судимся. Много людей подали в простой городской суд. Ну, там то, что пристава отсуживает по 1000 в месяц, согласитесь, если у человека миллион потерян, я не знаю, сколько лет собираются они вот это выплачивать. Спасибо, Надежда. Да. И, Семен, какая у вас история? У Семена некая такая двойная история. Я как распорядитель балла тут. Простая история. Я тоже вложил, и у меня срок закончился в июле.
И вот до сих пор, А сколько вы вложили? э, ну, Ну, можно Где- это не, где-то- не говорить. Да. почему я скажу, Ну, почему где-то если же? округлить, то 700. 700 тысяч. Бирко. Ну, это не маленькая сумма. Согласен, да. Мы все бюджетные работники, вот преподаватель я был. Мы тоже все, вот, не сказать, что мы все банкиры или что-то. А есть люди, которые, допустим, возвращали свои деньги? То есть вы же на каком-то основании пошли туда? Реклама, вы сказали то, что реклама звезд, да? То есть вы на это купились? Ну, понимаете, крах случился в ноябре, ровно год назад. Мгм. До этого все нормально было, проценты выплачивались, вклады возвращались. Но именно с ноября 2014 года все это прекратилось одномоментно. То есть мотивировать тем, что случился кризис, люди прибежали и все сняли якобы вклады, но это не так. То есть Потом- вовремя соскочить не получилось. Да, вовремя не успели, многие не успели. И получилось, что вот 1500 человек, они не могут вернуть свои деньги, и мне просто интересно, куда же делся этот миллиард. Ну, давайте попробуем разобраться. Попробуем, давайте разобраться. Прежде всего, я бы хотел нашему независимому эксперту Татьяне Анатольевне. Татьяна Анатольевна, как человек, который знает много банков, почему люди не идут в банк, а идут в такие структуры? Ну, во-первых, мы здесь слышали, что пострадавшие сказали об уровне процентной ставки 34%, да? То есть я думаю, это был основной мотив, чтобы за полгода заработать очень такую значительную сумму денег. Вот. А на самом деле в банках, конечно, процентная ставка значительно ниже была и в прошлом году, в ноябре, и сегодня это совсем не 34% по вкладам, имеется в виду, по депозитам. Но здесь я хочу просто добавить, что на самом деле это стандартное, классическое, как бы, и всегда действующее понимание, чем больше доходов, процентов вы планируете заработать, тем более тем более высокий риск вложений. То есть не может быть так, чтобы получить большие процентные доходы и при этом совершенно не рисковать. И вот эти два случая, они как раз об этом и говорят, о том, что если вы, то есть такая ситуация, что вы рискуете и вкладываете свои средства под высокие проценты, нужно быть готовым к тому, что большой риск того, что они просто не вернутся. Потому что ситуация по процентным ставкам, по вкладам, допустим, как выстраивается в банковской системе, да, мы все знаем, что банки в любом случае работают на том, что получают разницу между ставкой, процентами по тем вкладам, которые они получают от населения или юридических лиц, и той процентной ставкой по кредитам, по которым они выдают, эти же суммы выдают предприятиями, организациям. То есть вот эта вот разница, она как раз составляет доходы банка, на которую они, соответственно, живут, и плюс к этому, покрывая свои расходы, они обеспечивают и вот то самое страхование вкладов. Они выплачивают за каждый вклад небольшую, но все-таки страховой взнос в размере сейчас 0,1%. То есть на каждый вложенный рубль банк обязан застраховать 0,1% от каждого рубля. И, соответственно, это для банка тоже расходы. И вот этот расход как раз вкладывается в эту разницу между процентами привлечения и процентами так называемого размещения, то есть выдачи кредитов. И кроме этого банк, естественно, формирует, то есть вся система, которая построена в банке, проверка безопасности, проверка кредитной истории, в общем содержание всего банка, это все как раз в этой марже. И это, собственно, обеспечивает возвратность. Возвратность. Да. Хорошо, а в случае, если иные не банковские структуры занимаются выдачей займов или кредитов, назовем, да, они, согласитесь, что они загодя уже изначально идут на снижение определенных условий для того, чтобы большая часть населения получила доступ к их услугам. Снижение у имеете- банков требования достаточно жесткие. Да? Ну, как раз для того, чтобы гарантировать стопроцентный возврат и обеспечивать надежность, конечно, требования достаточно высокие. И естественно, что у нас в основном банки все это либо федеральные, такие крупные структуры, да, финансовые, поэтому
Я думаю, что вот небанковские структуры, для них первая их задача — это обеспечить доступность к финансовым ресурсам населению, у которых нет рядом таких достаточно хороших, с хорошей, как бы, надежной репутацией банков. И почему это так происходит, почему банки не идут, например, на севера, да, в некоторые улусы наши, да, потому что открытие банковского подразделения — это очень такая трудоемкая и дорогостоящая процедура в первую очередь. И поэтому не все, вернее, все банки все-таки коммерческие организации, поэтому сложно им, в общем, везде открыть, скажем так. Татьяна, тогда получается, что некие вот эти судные организации, скажем так, они выполняют своего рода какую-то социальную даже функцию. Совершенно Да? верно. Условно. Да, я с этим Социальная согласна, функция. да. То есть во благо, скажем так, повышения уровня жизни населения. Ну, конечно, это факт, что, допустим, Сбербанк, он сейчас закрывает практически по всему северу свои подразделения, да, ну, ему просто невыгодно там содержать офис, работников, поэтому, ну, в частности, Алмаз Кредит Сервис как раз заполняет эту нишу. Да, если даже нам это совершенно не рентабельно, невыгодно, мы, выполняя свою социальную миссию, предоставляя нашим пайщикам финансовые услуги, мы практически по всему северу работаем уже лет 10. Давайте я закрою глаза. Если это не рентабельно, да, вот нет ли тут определенной доли лукавства? Было бы не рентабельно, вы бы не пошли, Ну, согласитесь? скажем, вот в условиях кризиса, да, когда системный такой риск в экономике, это на грани безубыточности. На Безубыточности. нулевом уровне. Да? А Да. у нас есть звонок. У нас есть Да. звонок? У Давайте нас есть послушаем. звонок, хорошо. давайте послушаем. Говорите вы в эфире. Алло, слушаем вас. Алло? Да, говорите. А вот я национальный вклад делала у вас в Ярко. Причем Вам тут у вот нас Ярко-то? Мы тут не представители Ярко сидим. Прошу прощения. До свидания. Говорите, а почему? Потому что, нет, еще раз говорю, скажем так, от имени недобросовестных или пока на текущий момент не выполняющих своих обязательств структур говорить мы просто не имеем права. По Можно я закону о добавлю, СМИ. Да? Вы голословно как-то сказали, что микрофинансовые организации не проверяют своих клиентов. Я не говорю, что Или- я сказал, что у или них занижены требования. Заниженные требования. Я с Да? этим не соглашусь, потому что для нас все-таки главное это стабильность. Для нормальных организаций это главная стабильность. И точно так же, как сказали банки, мы свою маржу получаем из того же самого. То, что мы выдаем деньги, и то, что принимаем. Разница наш доход. Нам невыгодно давать так, чтобы люди потом не возвращали. Точно так же, как у банков. Абсолютно. Мы имеем тот же самый доступ к тем же базам данных, бюро кредитных историй. Это не наша обязанность проверять людей. Это наше право, мы этим правом пользуемся. Поэтому Ну, одним из плюсов вот в утреннем установочном эфире Варвара Модестовна сказала, что микрофинансовые организации редко стучат в бюро кредитных историй. Мы обязаны стучать в Национальное бюро кредитных историй. В частности, здесь крупные вопрос о том, что стучать, сельхозкооперативы, у них стучать и обязанность- проверять. Опять же, в Подавать, наших подавать интересах- информацию, скажем так. Опять же, в наших интересах, чтобы о наших всех клиентах знали все. Потому что, когда человек перекредитован, нам это тоже невыгодно. Получается, у нас повышается риск того, что человек не вернет деньги. Ну, а то, что человек не вернет деньги, это же прямые убытки. Кому они нужны? Ну, видимо, задело вас за живое, да? Да, Ну, потому что... Дело в том, что у Варвары утром я видел чудо-таблицу. Да? Чудо-таблицу, скажем так, разница вот по ставкам, по вкладам и по кредитам, которые осуществляют банки. Ну, там разница от 4 до 2,5%. Да? Это, согласитесь, что это? Да, все верно. СКПК, который, вот вы говорили, фактически как банки, привлекая банковские финансы, действуют, там чуть побольше может быть разница. Да? А есть разница в 900%, которую я опубликовал уже на портале НВК онлайн. Это микрофинансовые Это микрофинансовые до организации. зарплаты. До зарплаты рынок совершенно другой. Ну, Там совершенно другие риски. Алексей, люди-то, понимаете, мы хотим работать во благо информирования всего населения, да, чтобы они как можно меньше подвергались вот этим рискам. То есть мы делаем общее дело. на самом Поэтому государство здесь нас защищает, нас как граждан, тем, что кооперативам разрешено принимать деньги от населения и ограничений нету. Микрофинансовым организациям деньги от физлиц получить не так-то просто. Они выдают по 900% свои займы, но привлекают свои займы от населения тоже под высокую ставку,
но при этом понимаешь, что минимальная сумма 1,5 миллиона. Не каждый гражданин способен такую сумму положить. И когда человек ложит такую сумму, он понимает, что эта сумма большая, и тогда он начинает проверять. Он проверяет организации. Другое дело кооперативы. Хорошо, У кооперативов если такого проверяет. нету. Да. Я не уверена, И что все почему-то не все проверяют. люди проверяют о том, что за кооператив, кто руководство, какая у них кредитная политика. Вот это вопрос финансовой грамотности, который Обязательно. самый важный, Можно по-моему. вопрос задать потерпевшим? Да, Скажите, конечно. пожалуйста, вы, когда несли свои кровные в Ярко, вы посмотрели хоть одну отчетность за какой-нибудь предыдущий период? Ну, баланс элементарно бухгалтерский. Да, я хочу признать, что никаких таких действий сделано не было. И вообще, вот как я смотрю по всем вкладчикам, они же проводят собрания, да, там около 70-80% это пожилые люди. И люди так, сельского, скажем так, населения, оно вообще, можно сказать, просто юридически махрово неграмотное население, абсолютно. Даже если я вот, ну, в принципе, среднего возраста человек, и то я вот, ну, деньги лично не я несла. Несла моя мать, пенсионерка, я у нее спросила, а у них есть такая же вот как бы страховка, как в банках, 700 тысяч? Она что-то так, ну, вроде должно быть, и все. На этом я ей сказала, а ты не боишься потерять? До этого она держала в Алмаз кредитбанке, Эргиенбанке, где 700 тысяч ей было гарантировано. Ну, мы были спокойны. Но там процент был маленький. Она, значит, соблазнилась на КПК, и она сказала, ну, люди же 10 лет ложат, и вроде ничего такого не происходит. Мы же всего лишь на полгода, и скоро возьмем, и все. Люди доверяются рекламе. Даже сейчас, когда вот мы проводим собрание, у нас собираются вот эти все вкладчики, каждый месяц собираемся и думаем, как же нам вернуть деньги. Там абсолютно люди не разбираются ни в чем. Из всех 1500 человек, которые потеряли деньги, на данный момент в городской суд обратилось только 300 человек. Это только каждое пятое лицо. Насчет рекламы я бы хотел, знаете, добавить. Зная я происхождение этой рекламы, поскольку сам работаю в сфере рекламы, да, проводит Петя Петров, к примеру, концерт, с которого он стрижет тоже купоны, да, к нему приходит, у него накладные расходы есть, там аренда зала, звука, света хорошего и так далее. Приходит к нему очень бойкая тетенька и говорит, вот тебе, Петя Петров, 50 тысяч наличными, да, никаких документов от тебя не нужно, но ты снимись потом у меня в ролике, да, или там скажи со сцены, что мы прям-таки зашибатая контора, да. Абсолютно. Это вот такое вот происхождение. И такова природа вот этой рекламы. То есть не все, что говорят, скажем так, наши уважаемые люди, если они не кандидаты экономических наук, является правдой. Варвара Мадысовна. Ну, давайте немножко вот рассмотрим рынок, да, наш, на котором сегодня кто-то попадается, кто-то работает. Кроме банковской сферы, на финансовом рынке вот на сегодняшний день кредитованием занимаются, вот как сказали, уже 3 категории. Да? Это микрофинансовые организации, они регулируются своим законом 151 о микрофинансовой деятельности. Есть кредитные потребительские кооперативы, у них также свой закон 190 о кредитной кооперации. Да? И сельскохозяйственные кредитные кооперативы. Вот сегодня получилось так, что представители именно вот этой сферы участвуют, да, в программе. И еще необходимо отметить то, что Ярко в январе, да, вот этого года он также перерегистрировался в СКПК. Так что такое сельхозкредитный кооператив и каким образом он занимается кредитованием населения. Да? Членами сельхозкредитных кооперативов могут быть как физические лица, так и юридические лица. Да? То есть в отличие от гражданских кооперативов, КПКГ, да, которые были, тут... По какой статье они руководствуются, кстати, КПКГ? КПКГ, у них свой федеральный закон, 190 федеральный 190. закон о кредитной кооперации. СКПК. 193 о сельскохозяйственной кооперации. Так? И, кроме того, в рынке КПК с 2011 года уже существуют, работают свои СРО. Да? Насколько я понимаю, участники рынка, они ввиду того, что не устраивают их условия вот, членства в этом СРО, они решили, что мы все равно работаем на сельских территориях, давайте перерегистрируемся в СКПК. Ни для кого не секрет, что до сегодняшнего дня на этой нише контроль был все-таки послабше.
Это тебе не СРО, да, где нужно 3% от активов ежегодно отчислять, да, там достаточно неплохие суммы идут. И ревизионный контроль, Варвара это все-таки Модестовна, ревизионный мы давайте контроль. поговорим об этом после короткой рекламы. Да? Ну, а мы продолжаем. И наша тема сегодняшнего дня – финансовые микроорганизации. Рынок микрофинансовых организаций, да, то есть тех организаций, которые осуществляют деятельность по привлечению вкладов, выдаче займов и так далее. Варвара Модестовна, давайте мы слушаем вашу пламенную речь, скажем. Ну, давайте, да, я продолжу. И, соответственно, получается, что до 2013 года мы вот таким дружным колхозом хорошо жили. Да? С 2013 года, с сентября, вступили изменения в федеральный закон о Центральном банке, на основании которого весь финансовый рынок, это не только банки, да, но и все финансовые организации, и лизинговые, и страховые, и ломбарды, и КПК, СКПК, МФО, они все теперь под регулированием. Да? В чем заключается вот это регулирование? Центральный банк задает общие правила игры. Да? И, соответственно, эти И ломбардам? И ломбардам. Так? И ломбардам. И, соответственно, вот все игроки на финансовом рынке, они должны работать по этим правилам. Ну, вроде прошло уже 2 года, да, а ЕРКО и поныне там, да. А почему это так происходит? Потому что нормативно-правовая база, она идет постепенно. И на сегодняшний день, вот только в июне этого года, 2015 года, прямое регулирование Центрального банка в сторону СКПК вступило в действие. Да? И с июня мы конкретно под оком Центрального банка, он имеет право сельхозкредитные кооперативы открывать, закрывать, прекращать и так далее. Да? То же самое, что делать с банком. Да, то же самое, что и делает с банками. И сегодня мы, и то же самое, что делает и с пенсионными фондами, да, то же самое, что делает со всеми финансовыми организациями. На самом деле для потребителя, для физического лица, для населения, да, это плюс. Да? Наконец, должны быть цивилизованные условия на финансовом рынке. Так? И вот если взять вот с этой, ну, в этой ситуации ту же ситуацию с ЯРКО, да, то, соответственно, если бы это регулирование начало работать чуть пораньше, то, возможно, и не было бы таких потерь. Да? А вторая сторона вопроса, вот вы уже говорили... Что Центробанк мешался бы, в некую сделку между двумя хозяйствующими субъектами, один из которых находится... мониторил бы ежегодно деятельность, тем более ЯРКО это крупные кооперативы, да, они подпадают под прямой пресс Центробанка, и, соответственно, они ежеквартально сдают, в том числе и отчет по расчетным операциям, куда уходят и входят деньги, все сдается в Центральный банк. Ну, и, скорее всего, какие-то нормативы, да, будут введены для кооперативов? Да, нормативы, да, они уже введены. Да. Они уже введены. Нормативы ликвидности, нормативы В законе тут предусматривается. В законе нормативы. предусмотрено. Если каждый месяц идет контроль со стороны регулятора и контрольного органа, то очень трудно не как бы соответствовать этим нормативам и требованиям, да, и при этом вот... И чтобы выживут деятельность профессионалы только, да? Ну, Совершенно да, и верно. выживут все, кто Совершенно верно. Перед программой устав ЕРКО и сразу увидел, закон требует от нас, чтобы мы сейчас соблюдали элементарные нормативы. Их очень мало. Но Они очень ЕРКО так мягкие. написали, Да, этот что это устав, не нужно. что если мы пишем там конкретную цифру, то они написали «устанавливается общим собранием». Куда смотрел Центральный банк, при том, что Центральный банк их проверял год точно, потому что на сайте Центрального банка они до сих пор под прямым контролем, хотя они реорганизовались с КПК. Вопрос большой, куда смотрели органы. Если видят устав неправильный, Это им доказать преступное, скажем так, состав преступления будет легче, если изначально уже были прописаны некие определенные условия, которые могут быть использованы в преступных целях, Да. скажем так. Да? Это я как человек, который очень часто освещает деятельность силовых структур, в принципе, в этом отношении. Вот согласитесь, что еще раз, преступное намерение начинается тогда, когда, вернее, преступные действия начинаются, когда, вот, допустим, ЯРКО прекратил свои обязательства по Как возвращению правило, вклада. с этого момента они попадают в поле зрения правоохранительных органов, поскольку с этого момента начинают поступать жалобы, заявления граждан, начинаются проводить проверки. До этого момента всех как бы все устраивает. Всех устраивает в плане, это, в принципе, это кооператив же, да, то есть это Да. граждане в энном количестве собрались и решили скинуться, да, и по сути, еще раз говорю, в качестве отсутствия, скажем, нормальных банков в сельской местности, в труднодоступной местности и так далее, это
Это нормальное явление. Даже в советское время было такое, чуть ли не при каждом профсоюзе черная касса, да? Совершенно Где верно. люди скидывались, один месяц пользует Васильев, второй месяц пользует там Иванова и так далее. Это нормальное явление. Нормальное явление. Вот, по моему мнению, тут, еще раз говорю, проблемы начались в Ярко тогда, когда появился второй, скажем так, субъект, находящийся, скажем так, в валком состоянии, которому выдали, может быть, на сомнительных условиях каких-то, вот тот самый злополучный кредит, да, чуть ли не миллиардный размер. Но при этом необходимо понимать, что... И при этом не надо писать Путину письма, потому что это, еще раз говорю, это кооператив граждан. То есть никаких государственных средств тут не вовлечено и так далее, и так далее. Тем более в системе государственного страхования вкладов населения данная организация, попросту говоря, не состояла. Хотя вы говорите, что есть СРО различного рода, которые гарантируют какой-то возврат. Нет, Они только вступают в СРО, только будет с Нового года, с 16-го. Обязанность вступить в СРО появляется с 16-го года. А для Поэтому КПК? Они же давно с 13-го года Нет, у них обязанность. СРО на рынке КПК уже с 2011 года есть. На рынке СКПК он вот только вступает в действие после начала вступления в действие 223 федерального закона. Так? И ну, так или иначе, это движение рынка, это уже большой шаг вперед, да, потому что действительно, вот я согласна с тем, что кооперативы на селе, они выполняют такую роль кассы взаимопомощи, да, и чем больше кооператив, тем больше же рисков получается, потому что люди реально этим кооперативом не управляют. Одно дело, когда кооператив находится там в какой-то деревне Хаты, где 57 членов, и они прекрасно знают, откуда пришли деньги и куда они ушли. И они могут вот этого своего директора либо заклевать, либо похвалить. Да? И они могут, вот этот кооператив, он управляемый, он абсолютно сельский, маленький, он управляемый. Извините, пожалуйста, у нас Спорный звонок. момент. Говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел конкретно услышать, вот вкладчикам Ярко вообще реально вернуть эти деньги или нет? И что нам для этого надо сделать? Но мы пытаемся, да, скажем, добраться до этой самой истины, в том числе и с помощью правоохранительных органов и всех тех людей, которые здесь собрались, которые имеют отношение прямое к рынку микрофинансирования. Да. Мы попытаемся, да, вот этот алгоритм в ходе нашей сегодняшней передачи выработать, да. И я думаю, что плохого не насоветуют эти самые люди, которые сидят сегодня у нас в студии. На чем мы остановились? Так, я уже не помню. А у меня вопрос, я как хочу раз, сказать, да? Дмитрий, у меня вопрос как раз к пайщикам. А вы заключали, то есть средства выдавали на основании какого договора? То есть вы заключали, вы пайщики наверняка, да, кооператива, и вот эта вся сумма, которую вы передали кооперативу, это и есть ваш паевой взнос? Или вы дополнительно еще заключали договор займа? Доп. Соглашение. К паевому? Нет, это договор займа. Сначала это договор мы займа. вступали Изначально. как пайщики, там свой пай взнос, и ну, вот это вот по 100 рублей, по 500, да, и давали мы вклад. По договору под вклада. проценты. Под По договору договору. вклада. Договор Договор займа. вклада. Да, договор Займа или займа. вклада? Вклады Ладно. имеют право принимать только банки. Банки. То есть вы Но у вас он заключали договор называется займа? документ же вклада? Так называется у них, по-моему. Вы заняли свои деньги кооперативу. Да. Да. И заключили На договор платное займа, возвратное скорее всего, да? И у вас там конкретно в договоре прописано срок возврата, сумма возврата Да. и процентная Да. ставка. Да. Никаких отлагательных условий по договору у вас нет. Нет. То есть если там что-то произошло с компанией, нет достаточно средств, они могут там вам не возвращать, да? Нет, Ну, в таком случае, ну, я пока предварительно просто оцениваю, если это простой договор займа, в котором указана конкретная сумма возврата, процентная ставка, нет никаких отлагательных обязательств со стороны обстоятельств, непреодолимой силы там, и так далее, да, то данные пайщики, ну, здесь они выступают даже не как пайщики, а как заемщики кредитного кооператива. Да. Да? Да. Они имеют полное право подать в суд и Но не в подали. любом случае вернуть, если не всю сумму, то если данный кооператив будет объявлен банкротом, соответственно, согласно федеральному закону о банкротстве, скорее всего, они будут возвращать данные средства. Но проблема в Было том, бы что из их не чего? устраивает. Но вопрос было бы с чего, Да. да. Вот в тот момент, когда данное произойдет, то есть вы войдете в состав кредиторов, да, соответственно, согласно этому федеральному закону, вот этот момент будет судом определяться сама масса
средств, которые осталось у этого кредитного кооператива. И по долям уже будет распределено, сколько Дело осталось, в том, что будет распределено на вас. как работа заемщика. городского суда многих уже не устраивает. По 1000 в месяц, допустим, у меня лежит миллион, у некоторых по 1,5, по 5, по 10 миллионов. По 1000 в месяц, я не знаю, ну, собираются 20 лет, 30 лет нам Жизни не выплачивать, хватит. что ли? Не хватит. Жизни многие не доживут, там бабушки 70-летние ходят. Смотрите, Вот какая скажите. ситуация, что кредит все-таки, вы правильно задали вопрос, куда делся этот миллиард. Да. Скорее всего, миллиард, он не мог просто так пропасть, да? То есть нельзя купить на этот миллиард, там, допустим, яхту, там, какую-нибудь, да, остров. Нет, мы же бы это купили. Остров Ну, в как? офшоре. Они Вложили сваи же купили, бы. сваи. Бетон. Ну, сваи купили, но сваи же тоже имеют какую-то ценность. Тут вопрос станет второй, а правильно были ли оценены вот эти сваи, скажем так? То есть реально, если они стоят миллиард рублей, ну, можно теоретически предположить, что они реально стоят миллиард рублей. То есть кто-то имеет эту ценность, кто-то их может купить, и тогда, соответственно, у кооператива появятся средства, чтобы вернуть эти деньги, ну, какую-то большую часть. Но, скорее всего, я тоже здесь предполагаю, что они наверняка не стоят миллиард. Может быть, там и не Ну, только дело сваи. в том, что И поэтому останется какая-то небольшая часть суммы. Мало того, сваи городской никак суд там не уже могли работал. куплены быть на миллиард рублей. Ну, если это произошло, то ИРКО грубо нарушал нормативы. Да, как по это крайней мере, называется, нормативы не более безопасности. 10% от фонда взаимопомощи в одни руки. У них в Скорее уставе всего, это там не несколько прописано. У факторов них у ЕРКО не тяжелых. прописано, да? Нет, но они же Там были дело не в членами сваях. какого-то СРО. Они же Вот, работали в поэтому рамках КПК. я и говорил о том, куда смотрел Ну, Центральный банк, который их проверял, куда смотрел Ревизионный союз, который их принял, да. По идее, с КПК обязаны вступать в Ревизионный союз, их обязаны проверять. Вопросов на много уже к другим На структурам, момент- которые Так и их не контролировал. вступил. Скорее На всего, момент, так и не когда вступил. ЕРКО стало, скажем так, фиговасто, да, они находились в стадии КПК. Да. Да? Были А, под прямым И надзором работали Центрального нормативы, банка. которые в отношении КПК, скажем Да. так, Они были. немного жестче даже, чем Они для жестче, Они и намного они, жестче. и они прописаны. И в рамках СРО, и по отчетности в Да. ЦБ они должны были А контролироваться. как понимать то, что в декабре перестали выплачивать деньги, а в январе 2015 года они прямо так скоропостижно 15 января сменили вывеску из КПК, они стали СКПК. Нет, Специально, но, чтобы при уйти с этом прямого решения надзора общего Центрального собрания банка. же не было. Не Нет, было конечно. уведомления об Не общем было собрании, не никакого было нормально сделанного протокола. Вы как пайщики не принимали Даже решения того о же 15 реорганизации. января они были исключены из СРО НОК, независимой организации кредитных кооперативов. Одномоментно. Все 15 января у них случилось. И также Матросова исчезла оттуда, и сейчас там другой человек председательствует. То есть вы подозреваете, что на сегодняшний день ЯРКО, кроме того, что попала вот в эту ситуацию, да, посадила 1500 пайщиков в такую вот долговую яму, кроме того, оно еще занимается определенными мероприятиями для ухода от ответственности. Так же? И вот как быть вот в этой ситуации? Тем более никакой сельскохозяйственной деятельности оно не относится. У них нету никаких ферм, нету никаких там. Нет, там Давайте, немножко давайте мы по-другому. переадресуем все-таки к компетентным. Да, как гарантировать, скажем, избежать, вернее, тех мероприятий, которые позволят, возможно, руководству того же самого кооператива избежать ответственности? Вот такой юридически чистый вопрос. Я бы так сказал. Ситуации, которые возникают, они могут рассматриваться в поле квалификации действий либо состава регламентированной статьей 159 Уголовного кодекса «Мошенничество», либо статья 160 «Присвоение и растрата». Для мошенничества, как определил законодатель, обязательным условием является установление, то есть совокупности доказательств умысла обвиняемого о хищении денежных средств до момента их изъятия у потерпевшего. То есть, если создается кооператив, и на начало деятельности организаторы этого кооператива намерены привлечь средства для того, чтобы обогатиться и фактически на определенном этапе создать видимость функционирования, а впоследствии лопнуть, что является признаком финансовой пирамиды, то такие действия должны квалифицироваться с точки зрения состава 159 статьи, то есть мошенничество. Если же деятельность начинается на объединении интереса граждан, но на каком-то определенном этапе что-то идет не так, либо руководитель этой организации отвлекает средства на личные нужды свои, на нужды третьих лиц, фактически происходит изъятие и хищение средств, то действия данного должностного лица будут квалифицироваться в рамках 160 статьи «Присвоение растрата», и потерпевшим будет организация. Вот здесь сложности возникнут уже у граждан, которые являлись заемщиками. Но в случае с мошенничеством
если бы действия были квалифицированы, тогда индивидуально каждый граждан, явившийся, то есть давший деньги взаймы, был бы потерпевшим. И вот тут надо обратить внимание на то, что признаками финансовой пирамиды обладают те организации, которые изначально, а это нужно проверять, не нацелены были на инвестирование, да, и осуществление какой-либо иной деятельности, помимо доходов, получаемых от средств вкладчиков. Евгений, ну, объективно, да, и товарищи участники, объективно, скажем так, как пирамида Ярко не состоялась. И не была пирамидой. Да. Она до определенного момента работала, выполняла свою социальную даже функцию. Да. И вот еще раз говорю, в определенный момент что-то пошло не так. И ну, трудно сказать, но именно так и произошло. Да? Нет, ну вот смотрите, да, уточняющий вопрос. Если заем выдан, ну, заведомо большой сумме, это мы уже поняли, да, скорее всего, он был выдан не один раз, а это была какая-то кредитная, ну, линия по договорам займа или несколько договоров займа, да, в одни руки, и сделка, насколько я понимаю, она аффилированная, да, то есть это сделка, где и руководитель кооператива, и руководитель той организации, это одно и то же лицо или близкородственные отношения имеющие, да, вот в этом случае... Вот, здесь можно рассматривать наличие признаков состава преступления. Кто должен обращаться и куда? По какой статье? Обращаться может кто угодно, поскольку подлежит рассмотрению и на предмет наличия состава преступления заявление любого гражданина. В данном случае... Следственное управление? Нет, ну куда угодно. Любой правоохранительный орган будет дана оценка, и в данном случае действия будут квалифицированы, если вот то, о чем вы говорите, в рамках статьи 160, то есть присвоение и растраты. Поскольку момент возникновения умысла возник уже в процессе этой финансовой деятельности. Умысла на хищение вот тех средств, которые были отвлечены, заключение там какого-то договора, который может быть поставлен в итоге под сомнение, его целесообразность, и в результате которого причинен прямой ущерб этой организации. То есть целесообразность, нецелесообразность вот этой сделки, она должна быть доказана, да? Да, несомненно. То есть нет ситуации, когда Ярко должно подавать на Ярко, да? Вот когда вы говорили... Вот тут возникнет трудность, да, с признанием потерпевшим. Потом потерпевшим будет сама организация, либо... у которой, в свою очередь, возникнут обязательства перед вкладчиками. То есть, насколько я понимаю, на сегодняшний день в республике существует 1500 пайщиков, которые потерпели от Ярко, да? И при этом, организовавшись, объединившись, они понимают, что их деньги теперь еще и уводят, да? Также там идет разница в оценке имущества, в которые были вложены вот эти средства и так далее. Да, и, соответственно, и ряд взаимосвязанных сделок. Да, и, соответственно, получается, то, что вот подавали в городской суд, они же подавали только по невозврату своих вкладов. Да? И, соответственно, им, да, суд вынес решение, вроде как кооператив есть, они будут выплачивать, ну, 50 лет или 71, вот, неважно, да, но что-то будут выплачивать. А сейчас возникает такая ситуация, что кооператив не собирается выполнять вот эти обязательства и делает следующее мероприятие по смене руководства, по смене организационно-правовой формы, по дополнительной оценке вот, того имущества, куда вложены деньги и так далее. Да, и при этом разница в оценке очень существенная. В этом случае вкладчики или пайщики кооператива, они имеют право обращаться в правоохранительные органы именно по этому, по существу именно действий, которые происходят в кооперативе. Здесь уже это же их кооператив. Можно рассматривать с точки зрения нацеленности на неисполнение судебных решений состоявшихся, да? Нет, ну такой же не нацеленности же нету, по 1000 рублей же кому-то выплачивается. То есть процедура идет, да? Какая-то процедура все-таки идет. И насколько... Дело в том, что пока мы вкладчики Ярко сидели и ждали, и слушали вот эти завтраки руководства Ярко, между тем, банкротят совершенно другие предприятия. Например, налоговая уже подавала и уже отсудила около 1 миллиона с лишним. Подавала также другие. Также Ярко само судится с Северной строительной компанией в лице своего руководства к лицу своему же. Это все одно и то же лицо. Северная строительная компания, Мархинский железобетонный завод, Ярко. Это все практически находится под руководством одного человека. И они приходят к очень таким хорошим мировым соглашениям, когда как Северная строительная компания должна около 200 тысяч денег, то, что на Ярко, да, она должна вернуть. Ну, они пришли к соглашению до 2022 года по 50 тысяч в месяц. И стерли все проценты. За что?
То есть и на вас не начисляются проценты, Не на и нас не них начисляют, начисляются то есть проценты. они, значит, пришли к такому прекрасному мировому соглашению, что вот они выплачивают им по 50 тысяч в месяц. Вот в кооперативной, да, организации есть свой один очень большой плюс. Да? Высшим органом управления является общее собрание кооператива. И раз уж, да, ну не знаю, признаете вы легитимным или нет, но кооператив является сельскохозяйственным, да, ну, пайщики могут инициировать общее собрание, сменить руководство и так далее, и так далее. То есть отвести от, ну, вот эти вот нехорошие руки от самого кооператива, от финансов или от того, что осталось. Очень хорошо, оказывается, с напарником в полной мере работать. Тут поотдыхал немножко. Но, Евгений, все-таки какое количество дел по подобным делам находится сейчас на рассмотрении Следственного управления? Таковых дел единиц в республике. Единиц. Но вы хотите статистику увеличить? Есть служебное такое рвение, там, порвем переняшку и так далее? Ну, все зависит от того... Заявительное, да? Ну, конечно, есть заявление, мы работаем. Причем оно проходит сначала через оперативные службы, которые собирают первоначальный материал, потом материал поступает в органы предварительного следствия, где уже решается вопрос о наличии состава преступления. То есть это совет номер 1, наверное, сегодняшнего рекомендательного блока такой. Чуть что, короче, пишите заявы. Правоохранительные органы, не ограничивайтесь там судом там, и так далее, и так далее. Чем раньше, тем лучше. Чем раньше, тем лучше. То есть задержали на 3 дня, пишите. Потом Бог разберется, там, кто прав, кто виноват. Да? Ну, у меня есть практическое такое предложение, да. Действительно, общим собранием можно попробовать сменить руководство, взять бразды управления в свои руки и получить доступ к реестру выданных займов. Вот кому выдавались крупные займы, насколько существует связь между руководством и этими лицами, да, и насколько обоснованы, реально целесообразны эти займы. Какое есть обеспечение по этим займам. Если нет никакого серьезного обеспечения в виде залога, поручительств и так далее, да, это говорит о недобросовестном подходе к выдаче займов. А это можно, на этой базе вполне можно начать доказывать, что это были какие-то умышленные, ну, может быть, своим они были. Поэтому обязательно с этого надо начать. Ну, С этими... практически же это очень сложно. Мы простые люди, нас никто к документации Вот не если подпускает. все время говорить, вы простые люди и так далее, кооператив состоит из простых людей, таких как вы. Вы и есть кооператив на самом Нас деле. никто туда не подпускает. Не, ну у вас же вы есть имеете какой-то же круг, общее собрание, как бы, сами инициативная Есть собрание, группа но же там есть. своя инициативная группа, которая якобы работает, и вот по 1000 в месяц, все. Обязательно надо вот попробовать выйти все-таки Юриста организаторов. грамотного нанять, да, скажем Скорее так. всего, он Мы есть, вышли в правовое скорее всего, поле он только есть. путем того, что подали в арбитражный суд. У нас единственная надежда на арбитражного управляющего, который будет иметь доступ ко всем документам, ко всем сделкам и принципе, выведет, грамотность. так сказать, на чистую воду все их сделки. Но не будет ли поздно? Нет, пока не поздно. Пока не поздно. Пока ну. не поздно. Пока он еще не банкрот, хотя его банкротили уже другие, тот же Саха ипотечная, тот же налоговая, но они пока не довели дело до конца. Мы собираемся вот только, но у нас не стоит конечной целью обанкротить. У нас стоит конечной целью вывести на чистую воду, вот куда ушли деньги конкретно, кому, почему и под какой процент. Вот именно кто выдавал, да, не кому Кто ушли, а кто выдавал? выдавал такие Кому займы, и когда. там по 100 И вернутся ли миллионов, эти деньги, какие собственно интересы говоря. при этом преследовались, и конкретно к этому выдавшему человеку, или который там подписал этот договор, да, вполне можно обратиться... Применить определенные статьи. Ну, просто уголовного все кодекса. деньги, все видно, что все пути Вопросы уходят задать. в три вида. В Саха ипотечная, в МЗЖБ и северные строительные компании, которые все они стоят под одним лицом. Если эти займы были выданы в нарушение нормативов 190-го закона о кредитной кооперации, да, на то время, значит, за это несет ответственность конкретное должностное лицо, которое подписывало эти договора. Вот к нему конкретно можно с исковыми требованиями. Вот именно и это обратиться. конкретное лицо Солдатова Айталина Владимировна давным-давно уволилась, она открыла... Ну и что, если даже она уволилась, все равно Она она же же находится где-то на существует. территории Она Российской уже на Федерации. следующий момент уже открыла другое КПК «Таюк», которое также с грохотом развалилось уже давным-давно.
Но при этом все равно заявление по отношению к всем должностным лицам все еще можно. Товарищи, я их- хотел бы сделать очень важное на самом деле заявление, вот только на иллюстрацию, вот, допустим, истории наших, скажем так, потерпевших, да, не надо под один монастырь подводить все кооперативы. Да. Еще раз говорю, большинство из тех кредитных кооперативов, которые работают у нас в республике, они своего рода, ну, чуть ли не финансовые ангелы, да, получается, которые Да, в и, деревне и действительно сельское это так. местное Да, в сельской обслуживают, местности. и так далее, и так далее. И крупнейший, отрадно, что очень дельная рекомендация звучит от представителей крупнейшего потребительского кооператива, который занимается этим же, то есть знает кухню изнутри, буквально, вот, скажем так, инсайдерская такая информация. Да? И я тут немножко не соглашусь, возможно, что по части управления вот, 50 человек Но деревни... они реально управляются, чем 2000 или 5000 человек. Потому что, Но- вот смотрите, Но денег-то Ну, больше я в тоже этих с этим кооперативах. я понимаю, что денег больше в больших кооперативах, но кооперативными кооперативами являются все-таки мелкие. Потому что в больших кооперативах общее собрание идет собранием уполномоченных, правильно? От 10 пайщиков Да, от один, 10 да? пайщиков один представитель. Кроме того, в больших кооперативах люди относятся каким образом? Ну вот там где-то есть верхушка, да, а здесь они вроде бы как есть ощущение близости кооператива, да, кооперативного духа, а в реальности они управлять вот этим кооперативом не могут. Вот ситуация же Но такая на же данный вышла. момент государство Да. ведет к тому, что мелких кооперативов не будет. Совершенно Кардинально ужесточилось законодательство, Да. кардинально ужесточился контроль. Мелкие кооперативы это не потянут. Это сможет сделать только высококвалифицированная команда специалистов. Всё. Абсолютно согласна. Профессионалы. Ну, самое главное Сейчас- остается контроль государства. Да. Я не понимаю, почему вот представители от органов говорит о том, что они занимаются только по заявлению. Ну, ЕРКО это не одна организация. А у Центробанка Да, нет своей сколько- структуры, финансовой полиции? Заявление это является лишь поводом для возбуждения Вот. А уголовного почему, дела. видя вы как гражданин, что организация нарушает закон, почему вы не пишете себе же, Инициативу чтобы свою. да, инициативу. Сходить проверить, да? Сходить Такая проверить. обязанность есть на Оперативно. оперативные службы возложена. То есть они вправе и обязаны выявлять признаки преступления, начинать разработку на определенном этапе. Да, но Есть. тем не И менее, это из моего отчасти личного делается. опыта, я звонил в прокуратуру, звонил в Центральный банк. Потому что по городу, вы помните, висели объявления, 5% в месяц принимает Да. сбережения. Да. Никто не реагирует. Они требуют заявления. Все. И при этом банки кошмарят кто угодно. УФАС, Да, это очень Центробанк странно. там и так далее, и так кооперативы далее. кошмарят те же самые Те же самые организации, те же самые Если не иметь наличия заявления, то вопрос, а будет ли потерпевший в итоге? А если нет потерпевшего, то в принципе нет Нет, состава ну, на преступления. самом деле в сфере регулирования вот эти функции, да, когда ходит прямая реклама некого КПК «Стабильность», да, тоже стоит об этом предупредить население. Когда вы видите, что идет реклама, вы внесете 33 300 рублей, да, и приведете за собой двоих. Потом вы получите свои 70 тысяч рублей. Да? Если человек... Вот эта организация, вот Это я читал признак интернет и звонил финансовой опять же, да? Эта организация успешно работает под прикрытием кооператива. Хорошо, тут меня режиссер опять просит. Алексей, вот вы так по-человечески отмалчиваете, давайте я тут отсижусь, тут уголовные статьи пошли перечислять. Там, и так далее. Тяжело ли вам на селе работать, скажем так? Еще раз говорю, я возвращаюсь к той функции финансовых ангелов, которую вы выполняете. Ну, на селе работать не тяжело. Работать-то нормально. Вот я вот смотрю, вот думаю, да, слышу, да, ну, кооперативы, у которых вот, делится, да, вот, привлеченные средства кооператива, да, например, вклады вот физлиц и организации, да, ну, это банковские кредиты, инвестиции организации, да, например, да. А у вкладов есть свои сроки, да, например, да. У физлиц есть до востребования, понятие до востребования. А у банковских кредитов, ну, у банковских есть сроки, по которым должно оплачиваться, да. А если, например, вот, я вот думаю, да, у меня, например, в кооперативе вот вкладов, 10-5%, это всего лишь, от 100%. И все вот эти привлеченные средства от организации, например, Саха-кредит, с банков, и они я оплачиваю вот по срокам ежемесячно строго, да. А вкладов я боюсь в том, что, например, вот человек деньги в кооперативе вклад сделал, потом утром проснулся, деньги мне нужны, оказывается, да. Пойду приходит,
заявление пишет, давайте мне деньги, да? В течение А 15 кооператив дней. же тоже планирует, например, да? Вот эти деньги дать, и он же не может выдавать уже один день займы, да? И уже как мы уже на 1 год, на 2 года, на 3 года. Татьяна, согласитесь, А что из-за это этого может страшный быть сон вот- всех банков, да? А может быть вот такие Ну, вот это, эти... как раз ежедневная просто текущая кооперативов. операционная деятельность любого банковского учреждения, это соблюдение нормативов ликвидности. То есть Да. ликвидность — это способность любого банка возвращать средства, привлеченные в тот момент, когда его запросили. Хорошо, то режиссер попросил нас, скажем так, завязывать. Мы тут достаточно рекомендаций выработали, да, и еще раз хотелось бы напомнить нашим гражданам об элементарных нормах грамотности и так далее. Если у любого кооператива и какой-то микрофинансовой организации ставка вкладов становится выше, скажем, ставки рефинансирования Центробанка, да, 12 выше. Нет, 12. давайте Нет, добавлю, нет, да, нет. не совсем ставки Не так. рефинансирования. Ставка рефинансирования на сегодня 8,25%. На сегодняшний день 9,9% это средняя ставка по России по банковским вкладам, Извините, я вас которые, Можно? По которые банкам, есть, да? да. По Я, банкам. это по банковским рассказы. вкладам, я не Да. про кредитные кооперативы. И на самом деле где-то уровень 11% это та ставка, которую предлагают сегодня банковские учреждения. Это средняя рыночная ставка. Если ставка больше 11 предлагается, да, любой организации, нужно проверять, что это за организация, чем она занимается и куда она вкладывает средства. Доверяйте всем, звездам эстрады, кому угодно, нам доверяйте, но проверяйте в первую очередь, чтобы потом не дошло до товарищей в погонах. Совершенно... Увидимся. Все, да?